Гаврила Державин, потомок татарского Мурзы, первый поэт России. Салям Дуслар. Готовится к печати вторая книга из серии «След татар» под названием «Лицо казанской национальности». В нее вошло 33 персонажа. Гаврила Державин истину царям с улыбкой говорил. Фрагмент 9. Мурза Багримов сын, так предпочитал себя называть Державин в своих стихах. Как позже он сам писал в автобиографических записках, происхождение от знатного татарского рода льстило его воображению и доставляло ему поэтическую прекрасу. О себе поэт писал в третьем лице. Державин был прям и нелицеприятен. Он не умел выстраивать свои отношения с теми, кто стоял выше его по служебной лестнице. Как он сам о себе писал: «Что я не из числа льстецов, что сердце моего товаров за деньги я не продаю», за что не единожды страдал. Державин дважды был губернатором, министром юстиции, занимал ответственные посты в Сенате, но задерживался наверху недолго. Негибкого политика быстро смещали. Знаменитым Гаврила Романович стал сразу, как только опубликовал свою знаменитую оду «Фелица». Это первое в русской поэзии стихотворное произведение, написанное простым, слегка шутливым языком. Автор сознательно отрекался от высокого штиля. Несмотря на латынь и восточный колорит оды, повествование в ней ведется от лица татарского Мурзы, а главная героиня предстает как богоподобная царевна киргиз-хайцайские орды. Читатель легко узнавал в ней русскую императрицу Екатерину. Автор эксплуатирует беспроигрышную на Руси идею о добром монархе и злых боярах. Неофициально Гаврила Державин, потомок татарского Мурзы, считался первым, в смысле главным поэтом России.